4 проекта по энергосбережению прошли в финальный этап всероссийского конкурса Минэнерго. Среди финалистов поселок Нижний Одес Сосногорского района, где стальные трубы отопления начали менять на современные гибкие трубопроводы, село Пажга Сыктывдинского района, где лампы уличного освещения заменили на светодиоды, пилотный проект регионального центра развития социальных технологий и новый теплоузел в Республиканской психиатрической больнице. С новшествами последнего проекта познакомился Константин Куратов. Здесь все как в привычных теплоузлах. Те же трубы, задвижки подачи и обратки, манометры. Только управляют распределением теплоносителя не люди, а электроника через автоматический клапан и различные датчики. Уличный, например, следит за погодой. На его показания система реагирует мгновенно и держит в помещениях оптимальную температуру. Сейчас энергосберегающий узел, который мы запустили в 2014 году, получается, у нас вышла экономия за первый квартал, значит, 30%, ну 38%, это будем говорить в процентном соотношении. Значит, в гигакалориях и в суммарном соотношении у нас вышло, значит, 83 гигакалории, ну, за квартал это получается, и 87 тысяч рублей в деньгах. Это тоже сумма не маленькая для одного здания, для одного помещения. Еще в 2 зданиях такие системы распределения тепла установили раньше. За 4 года они помогли больнице сэкономить более 800 тысяч рублей. При этом ни врачи, ни пациенты не мерзли. У нас примерно теперь везде одинаковый климат. У нас в каких-то кабинетах было очень жарко, в каких-то было прохладно. Сейчас примерно комфортная температура установилась практически во всех. Абсолютно во всех абсолютно подразделениях. Кроме того, даже сами сотрудники стали обращать внимание на эту экономию, поскольку мы их нацелили. Значит, где-то лучше законопатили окна, где-то их, значит, сами обращаются. Если что-то у нас, положим, где-то жарко или холодно, у нас сразу обращаются, и мы принимаем меры. Кстати, новая система запрограммирована так, чтобы ночью и в выходные дни понижать температуру до минимально возможной, а к началу рабочего дня снова нагревать помещение. Это тоже дает существенную экономию, но подходит только для административных зданий. В стационарах, где больные находятся круглосуточно, работает другой принцип. Там на каждом радиаторе установили ручной регулятор. По словам специалистов, самоокупаемость нового теплоузла всего 5 лет. И неудивительно, что этот проект жюри федерального конкурса Минэнерго признало одним из лучших в регионе. Цель конкурса – это формирование базы наилучших практик. То есть те проекты, которые являются типовыми и могут быть реализованы на территории нашей страны и, можно сказать, будут рекомендоваться. Поэтому мы считаем, что эти проекты действительно они типовые, то есть это такие достаточно эффективные и общеупотребимые мероприятия, которые могут использоваться в различных абсолютно и сферах, и поселениях, и учреждениях, и бюджетных, и коммерческих, совершенно вне зависимости от формы собственности. Победителя федерального конкурса определят путем онлайн-голосования. Оно идет на сайте NS-Expo до конца сегодняшнего дня. Пока лидирует проект села Пажга. Там сейчас улица освещают светодиодные лампы, которые, как известно, в разы экономичнее обычных. Константин Куратов, Александра Маркина, Дмитрий Ведерников, Павел Фетисов. Телеканал Юрган.